Новая постановка рассказывает о жизни выдающегося педагога, уроженца Вилюйского улуса, основателя первой в Якутии школы с углубленным изучением физики Михаиле Андреевиче Алексееве. В его судьбе отразилась целая эпоха – фронтовик, прошедший через фашистский плен и ГУЛАГ. Но несмотря на такие испытания, его призвание быть учителем и воспитывать подрастающее поколение оказалось намного сильнее тех испытаний, что выпали на его долю. Он не сломался. В спектакле мы видим и сцены из лагерной жизни с ее неотъемлемой смотровой вышкой, знакомство с немецким физиком и сельский клуб, где смотрят и обсуждают советскую документальную хронику. В спектакле мы вот взяли, как он проходил эти мучения, плен немецкий, лагеря, вот эти, да, красные такие лагеря, а потом вернулся на родину и школа жизни. И в этом спектакле интересен тем, что вот наше время, да, когда вот молодые люди, да, не знают, чего хотят, или там такие, когда вот во время таких расстройств, да, вот таких духовных таких, да, когда молодой человек теряется, вот слишком много информации, то вот в это время в этом спектакле есть такие постулаты, которые со сцены говорит учитель. Нравственные постулаты, духовные ориентиры. Особенно актуальна эта постановка именно в наши дни, когда труду учителя больше не придается такого значения со стороны государства. И эта профессия, к сожалению, не является уделом избранных. Великое, высокое понятие, как учитель, оно, конечно, за последние годы оно не в учениках, не в самих учителях, а в обществе. Оно утратило вот это вот самую живую свое звучание утратило. А учитель, сам учитель, он знает, что он, как бы сказать, ставит свет перед учеником. Он направляет свет, он ориентирует на высокое, доброе, вечное своего ученика. Не только учит, но еще и воспитывает, воспитывает этого человека. Учитель это знает и это делает. Ученик, что тут каждый, кто учился в школе, то первый учитель, учителя в 10 классе, как мы расставались, как мы помним до сих пор, это тоже путевка в жизнь, говорит, и так далее, и так далее. Поэтому эта тема осталась в наших сердцах. Но в обществе оно утратило вот это вот живое звучание. И, видимо, то, что зритель сразу же начал покупать билеты на название «учитель», это общество таким образом голосует, чтобы престиж учителя, понятие учителя, оно было востребовано обществом уже на другом уровне, в том великом понятии, как было во все века и времена. В спектакле учитель – это больше, чем педагог, а скорее наставник, пророк, почти мистическое служение наукам. 6 парт и 12 учеников отсылают к Евангелию. В постановке раскрывается многогранный талант учителя. Его неприятие общепринятых догм подчеркивает духовное одиночество. Учитель, да, это такое понятие такое очень глубокое, да. Например, вот в разные времена были великие учителя, да, вот учитель человечества, вот Иисус Христос, да, например, вот Конфуций, Лао Цзы и тот Магомед, вот, все эти люди были учителями, да, великие философы. И вот этот образ вот в нашем спектакле есть. Он через учебу, через воспитание, да, он приходит, в конце концов, вот к теме веры, да? Веры, надежды, любви. Вот. И вот эти 3 такие вот темы мы взяли и вот следуем вот через его образ учителя. Художественный руководитель театра Андрей Борисов вносит свои последние замечания в постановку. Где-то нужно добавить света, где-то более эмоционально произнести текст. Времени остается совсем немного, до премьеры осталось всего несколько дней. Судьба этого человека не может не заинтриговать, не заинтересовать, поэтому ждем зрителя, надеемся, что спектакль получится, и дай Бог, чтобы эту тему, которую мы подняли, она в обществе стала
такой животрепещущий, настоящий, как было раньше. Премьерные показы состоятся 2 и 3 ноября.